Ассаламу алейкум, Маршал Уагил. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем великий день в истории нашей страны, День Победы. И в рамках празднования 9 мая, Дня Победы, мы сегодня собрались здесь, в станице Ищорской, чтобы увековечить память воинов из Киргизстана, погибших при защите рубежей именно на территории Наурского района. И хотелось бы сейчас предоставить слово автору данного проекта, председателю Совета ветеранов Наурского района, краеведу Абукосуму Эскирханову. 8 сентября 23 года к нам в район, в республику приехала делегация из Киргизстана по розыску 18 человек, погибшие на нашей территории в Наурском районе. В расположении станица Ищорская, Алпатова и Буруно-степной зоне. Их нахождение, у них тоже были документы кое-какие. Мы предоставили свои документы и так начали совместно работать до вечера. Мы до 8 сентября проработали над поисками этих людей. Мы побывали в Алпатове, в Рубежном, здесь в Ищорах. И они нас просили увековечить этих 18 человек. Среди них находится 3 русских, 15 киргизов. И начали производить работы по розыску этих мест захоронений и все остальное. После подтверждения наших документов мы начали делать надгробную мраморную плиту. По их указанию, просьбе, мы сделали плиту. Сегодня мы собрались здесь множество со всего, можно сказать, духовенства нашего района, Наурского района, писателя с Гудурмесского района пригласили. И решили провести данное мероприятие. Мы теперь увековечим наших уважаемых людей, защитников Грозного, 18 человек. Мраморная плита. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد Сейчас мне хотелось бы предоставить слово учителю математики Шуанинской средней школы Будурмесского района Курбанову Мусхабу. На этой территории более 80 лет назад произошли тяжелые бои. Здесь умерло очень много людей. Киргизы, узбеки, таджики, казахи, грузины, армяне, азербайджанцы. Эта территория на подступах Чечено-Ингушетии. Здесь они сражались, чтобы
враг не наступил на своей грязной ногой на Чеченскую республику. Спасибо им большое. Мы их будем всегда помнить, уважать, любить. Сейчас, я думаю, есть что сказать и старшему научному сотруднику Института чеченского языка, члена Союза писателей России Джунаиду Аюбу. Аюб, Висткала. Во-первых, спасибо, что предоставили мне слово на столь важном мероприятии. И, во-вторых, огромное спасибо Абу Осуму, что оповестил нас об этом мероприятии, об этом событии и сделал нас участниками, соучастниками этого события, этого мероприятия. Я сильно благодарен от имени всех наших жителей, наших сел и деревень, которые тоже видели, слышали, какая была эта страшная година Великой Отечественной войны и каким прекрасным был этот день 9 мая, когда объявили по центральному радио Советского Союза, что покончено с войной. Это очень радостное, приятное. Хотя это время наши родители услышали эту прекрасную новость на чужбине, в далеких краях, значит, Киргизии, Казахстана. А вот сегодня мы опять дома, это воля Всевышнего Аллаха, мы благодарны все Ему. И Абу Осум, большое спасибо, что нас пригласили. Я здесь на правах, как говорится, гости, как приглашенные, несколько слов скажу про нашу братскую дружбу с народами Киргизии, Киргизстана. Я, как пишущий человек, поднял эту тему, которая мало изучена, мало о ней написано в чеченской литературе, драматургии. Поэтому, мечтая увидеть этот край своими глазами, вдохнуть воздух этого края, из которого я сделал первый глоток в своей жизни, я собрался вместе с Мусхабом, моим бывшим учителем, моим наставником. Мы вместе с ним ездили в Киргизию, посетили места, где проживали наши родители, наши родственники. Своими глазами увидели, своими руками потрогали могилы, надгробные плиты. Мы там засняли фильм на 1,5 часа. Там нас очень тепло приняли. С тех пор у нас ведется дружба, взаимосвязь. У нас, значит, этот фильм просмотрели уже за 2 года, 360 тысяч просмотров имеет. И люди объявляют благодарность создателям фильма, тем людям, которые нас приняли, значит, душевный прием, теплый прием они нам оказали. И люди в основном говорят, мы даже не имели представления, что такое высылка, что такое депортация. Благодаря этому фильму они, значит, узнали, какая несправедливость была учинена над нашими народами. Вот, спасибо тем людям, которые просмотрели этот фильм, сказали слова благодарности киргизским, узбекским, таджикским жителям, которые там нас приняли. Родственники, родители Мусаба, Мусаб сам уроженец города Исфаны, Лейлякского района. А я уроженец села Чоувай. Вот мой брат Маулади, 2 года старше меня. Меня 2-месячным привезли оттуда. И мне очень хочется много писать, много говорить. Я кое-что написал, опубликовал. У меня где-то 6-7 книг вышло. И на этом ставить точку я не собираюсь, потому что беспредел, который был учинен над нашими народами, сталинской грязной, ядовитой змеей, это нельзя забыть. У нас ведется дружба, оттуда приезжают, мы тоже, значит, часто бываем приглашенными туда, дружба ведется. Почему бы нам не вести этой дружбы? Почему нам не дружить, когда мы братья, как люди и как мусульмане? А вот эти люди, которые положили свои жизни за то, чтобы мы сегодня счастливо жили, чтобы наши дети ходили в садики, чтобы они учились в школах, чтобы мы могли молиться Аллаху, чтобы мы могли соблюдать свою религию и историю.
традиции, учить свой язык родной и говорить на нем. Рамзан Кадыров, руководитель нашей республики, значит, объявил чеченский язык вместе с русским государственным языком. И 25 апреля каждого года объявлен им годом чеченского языка. Я это говорю, потому что я обязан это говорить как сотрудник Института чеченского языка и человек, пишущий на чеченском языке. Аюб Дейлресхал, большое спасибо за содержательную речь. Сейчас мы бы хотели послушать имама мечети станицы Ищорской Арсакаева Умара. Пожалуйста, Умар, вам слово. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассалам аля расулиллах. Амма бад, ассаламу алейкум, массумаш догиль. Тут говорят, что-то на русском языке скажу, хотя я язык не хорошо понимаю. Алхамдулиллах, мы все мусульмане. Аллах говорит в своем священном Коране: «Иннал муминуна ихва». Все, которые приняли Аллаха, единого, его пророка Мухаммада, являются братьями. И киргизы, и с ним, которые с нами воевали, у нас воевали с Казахстана, из других республик. В прошлом году приехали с Киргизии и сказали, у нас тут братья воевали, мы хотим узнать их имена, потому что у нас их там увековечили и хотели именно место, где они погибли, где они отдали свои жизни, чтобы увековечить это место. И наши ребята по мере возможности собрали их имена, с ним переговорили, и мы сегодня собрались, чтобы увековечить это место, и приурочили это к день 9 мая, к День Победы. Дай Аллах, чтобы от них нам был баракат, чтобы наши души пополнились верой, чтобы мы начали с новой ноги, с нового шага, и чтобы все наши грехи Аллах нас простил. Дай Аллах сам всего хорошего, который вот этот весь создал, кто стоит за этим. Алхамдулиллах, вассалату вассалам аля расулиллах. Здесь сейчас с нами находится и заместитель имама Ищорской мечети Хамид Юнусов. Хамид, скажите, пожалуйста, тоже несколько слов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый чеченский народ, мы благодарны вам, что нас приняли и живем как братья, как один семья. Мы довольны от вашего народа. Дай Аллах вам здоровья, народу чеченскому, чтобы долго жили, хорошо жили, чтобы дружно жили. И Долгоштойл, который умерший в 1942 году, наши мусульмане, вот деды, прадеды, Долгоштойл им Дейрескал. Сейчас мне бы хотелось послушать воспитанников детского сада станицы Ищорской. Пусть они нам тоже прочитают стихи. Как зовут? Асия. Асия, прочитаешь стихотворение? Мы, конечно, малыши, только праздник главный знаем. Поздравляем от души наших славных ветеранов. Молодец, молодец, Асия, молодец. Ахмед, прочитаешь стихотворение? С Днем Победы поздравляем всех, кто миром дорожит. Счастья, радости желаю и под миром небом жить. Молодец, молодец. Так, еще прочитаешь стихотворение? Да. Прочитаешь? Да? Так, как зовут? Тимур. Тимур? Ой, какой красивый парень Тимур. Так, давай, Тимур, прочитай.
День Победы поздравляем! Мире я вам же желаю. Я желаю, чтобы войны никогда не знали мы. Молодец, молодец, молодец. Так, ты хочешь прочитать? Так. Ведь я нам поклоняюсь, ими очень я горжусь. С Днем Победы поздравляем, всем здоровья я желаю. Молодец, молодец. Молодец. Так, как зовут? Как тебя зовут? Ясмина. Осман. Усман, да? А тебя как зовут? Ясмина. Ясмина. А, Ясмина, какая скромная девочка Ясмина. Так, Ясмина, прочитай смотрение. Вот туда смотри. Я желаю, чтобы войны никогда не знали мы, ведь хотим мы повзрослеть, в мире жить и не болеть. Молодец, молодец, молодец. Так, после таких замечательных стихов, посвященных победе, нашей великой победе, мне бы хотелось предоставить слово еще раз Абукосуму Искирханову, чтобы он подвел итоги сегодняшнего мероприятия и рассказал более подробно о тех событиях, которые здесь разворачивались более 80 лет назад. Воевала 389-я стрелковая дивизия, которые были сформированы в Ташкенте. Здесь вот с той стороны есть надпись именно с Ташкента. Они прибыли сюда на теплоходах на Каспийское море до Махачкалы. С Махачкалы по железной дороге их доставили до Черленного, а с Черленного они пешим ходом перешли сюда. Здесь были 414-я стрелковая дивизия. Сейчас это 4-я стрелковая бригада, которая вот погибшие из этой бригады, но они входили в 10-й корпус. Здесь были 9-й и 10-й корпусы. Здесь это корпус после армии по многочисленности находится. Здесь воевали 3-я, 4-я и 5-я казачьи корпусы, 2. Очень много дивизий. Здесь Гитлер забросил, чтобы он хотел прорваться к нефти Грозненской и Бакинской, и шли ожесточенные бои. Когда они вплоть до того, что не справлялись, даже есть документы, что они с Эфиопии перекинули даже сюда войска на помощь своим собратьям своим вот. И все равно они не смогли их остановить. Здесь шли очень кровопролитные бои. Много жертв здесь, которые... Ну что хотелось бы сказать одну вещь. Нигде не сказано о Наурском районе, что здесь, мол, враг был остановлен, здесь он был уничтожен, и отсюда же их начали изгонять с нашей родины. Отсюда их погнали через Крым, все остальные, то перекрытие до самого Берлина. Их гнали в обратную сторону. Вчера к нам поступило письмо с Нижнего Новгорода, что именно с Ищор отсюда русский парень вошел в эту дивизию, и вместе с ними он боями, житель этого села, с боями шел до Керчи, а в Керчи, оказывается, этот парень погиб. Пришло сообщение, чтобы мы разыскали родственников и сообщили им. И у них трехтомник, они издали книгу, где сказано о боевых действиях. Мы пока еще не нашли факты и не знаем точной информации о том, что там конкретно написано. Но написано, что бои все шли, начиная с Ищор, и они уходили до самого Берлина. Здесь погибли очень много мусульманов, христианов, православных, всех этих народов здесь воевали. Кроме самой Прибалтики, остальные все территории были, начиная вот даже есть Магадана, которые здесь погибли, и Ленинграда, Москвы включительно, все города России были охвачены этими боями. От имени участников этого мероприятия я хотел бы поблагодарить своего односельчанина. Я родился в Куршабе, Волжской области. Колбаева Джуманазара, который нас принял там хорошо, познакомился
администрации Узгена. Также в его лице я хочу поблагодарить администрацию Узгена. Также в городе Исфана есть тоже замечательный человек, узбек Аширов Умар Али. Тоже от имени собравшихся тоже хочу поблагодарить его. Также имам этого города Магомед Карим, фамилия. Учился тоже с Ахмад Хаджи Кадыровым. Еще многих других мы там знаем, встретили. Всех сейчас перечислить не можем, но хочу еще раз поблагодарить учителя физики Абдул Муталиба, своего коллегу. Пользуясь случаем, я тоже добавлю несколько слов. Я как уроженец села Чаувай, Кадымжайского района Ошской области. Раньше район назывался Учкарганским. В моих документах также написан Учкарганский, переименован район. Село Чаувай нас всем селом очень радушно приняли, с теплом встретили и проводили. Сделали все наши дела, ремонт нашего кладбища, ограждение, там кустарник зарубили, все сделали, поправили памятники, все сделали. Это семейная пара Ядгор и Фая. Ассалам алейкум от имени чеченского народа. Также Ядгор, Инея, Урейм, жители из этого села. Всех мы приветствуем от имени нашего народа, от имени всех собравшихся на этой площадке. Повторюсь за Мусабом, также Омар Али Аширов, Магомед Карим, всем жителям города Исфаны. Всем салам алейкум, салам маршал. Посылаем друзьям нашим хорошим. Спасибо. Уважаемые делегаты, которые вы были в тот день, который вы приезжали к нам сюда, мы смогли сделать, что в наших силах, собрались и все сделали ваш наказ, выполнили что возможное. Здесь увековечено, я давно занимаюсь увековечением людей, защитников нашего Грозного. Мною за 700 человек увековеченных в разных населенных пунктах, не только что здесь, то, что вы видите, в круговую здесь и грузины, и азербайджаны, и армяне, киргизы, таджики, узбеки. Здесь все народы находятся в этих вот списках, то, что увековечено. Самое главное, что ваш наказ мы выполнили. Я бы хотел поблагодарить всех, кто здесь сегодня присутствует. Это учащиеся Ищорской средней школы, это жители, глава администрации станицы Ищорской, это жители станицы Калиновской, Шундейлрес, Халдахкарн. Абу Осам, отдельная благодарность тебе. Ты делаешь огромную работу, знаю, что тебе нелегко, но тем не менее ты продолжаешь, ты настоящий энтузиаст, ты можешь говорить на эту тему часами. Сегодня, 9 мая, в эту прекрасную погоду, трудно себе представить, что в этой земле лежат тысячи защитников нашей Родины, которые отдали свою жизнь ради мира и благополучия на нашей земле. Имена многих из них известны, они здесь увековечены, многие еще остаются безымянными, но благодаря стараниям поисковых отрядов, энтузиастов, краеведов, и в том числе Абу Косыма Эскерханова, я не сомневаюсь, что их имена будут установлены и увековечены. Масарн Дейл Ресхол, большое спасибо. Завершая наше мероприятие, хотелось бы предоставить слово для дуа
Алману Умиеву, заместителю имама, значит, мечети станицы Ищорск. Амин, амин. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا بدي الحريز والحسيد والإسرائيل خير بلر غازي وتخليت لعن سلا شندو اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من الجنة واجرهم من عذاب النار إنا لله وإنا إليه راجعون فالحكم لله العلي الكبير اللهم صل على محمد وعلى فاتحة Расуна Тагна от Совета ветеранов Республики, от Совета ветеранов личного района. Мне хочется поблагодарить весь коллектив, который сегодня присутствует здесь. Это станица Калиновская, Ищорская. Мне хочется особенно поблагодарить, который все это сорганизовал здесь со своего села, садика детей, привел главу администрации. Очень большое спасибо вам, ДРС Халондал, и вам, школьники, очень огромное спасибо вам за то, что вы пришли сюда, свое время тратите, как сказать, вот личное. Баркал Шундерес, Массана, дал Сидуэль Шушаш, Лилот Шумандя, Толумандя. Бисмиллахир рахманир рахим. Прежде всего хочу послать ассаламу алейкум ва рахматуллах, братья киргизы. Мы находимся на месте, где погибли ваши соотечественники, защищая чеченскую землю. Здесь было, на этом месте, где мы стоим, соприкосновение войск, захватчиков немецких фашистов и защитников нашей Родины, Советского Союза. А мы и вы тогда являлись частями этого большого государства. Я сам родился в Киргизии. Моя мать рассказывала, как вы хорошо их приняли, как дружно жили, как делились последним куском хлеба. У нее были даже подружки, соседи, она по имени называла их. Ваши соотечественники приехали сюда, попросили нашего товарища, который этим делом занимается, найти имена этих ваших соотечественников. И он это сделал, не пожалев своего времени и труда, своего здоровья. Он приготовил вот эту плиту, 18 человек, ваших земляков, которые здесь воевались и легли здесь. Гафараллах лакум, лахум валана джамиа. И они увековечены на нашей земле. И эта плита будет всегда здесь лежать. И все проезжающие, присутствующие, тот же день, как сегодня, 9 мая, будут приезжать, вспоминать их имена и благодарить их, и вас, их потомков. Спасибо вам всем. Мы, чеченцы, которые жили на вашей земле, вам должны. Мы сегодня думаем, что из этого долга кусочек вам мы отдали. Спасибо вам за все. Да простит Всевышний Аллах их, ваших земляков, которые легли на нашей земле, защищая нашу землю, общую страну. Спасибо и вам всем. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Наше мероприятие подходит к концу. Всем большое спасибо, ДЛРС Халдахкарн, всем жителям станицы Калиновской, станицы Ищорской, детям, всем. Мы сейчас с вами находимся на месте, где лицом к лицу схлестнулись
армии фашистской Германии и Красной армии, армии Советского Союза. И благодаря их подвигу сегодня мы с вами можем жить, творить, созидать, радоваться. И я думаю, что мы не имеем права забывать имена наших героев. И каждый год мы с вами обязаны приходить на это место и чтить память людей, которые отдали свои жизни за наше будущее. Адикейл, Аллаху Балдересу. Thank you.